как меня уже представили, я из города Запорожья. Знала о компании Oriflame очень давно, можно сказать, с детства, выросла в компании, но рассмотрела эту возможность в плане бизнеса только на втором курсе университета, когда пришло осознание, куда двигаюсь. И в 2015 году я закончила вуз с красным дипломом, и в этом же году, только в октябре месяце, я приобрела двухкомнатную квартиру в центре нашего города. Благодаря как раз тому, что совмещала учебу и бизнес-компания Oriflame. Это единственная моя профессия, поэтому я очень благодарна этой компании за такие возможности. Меня попросили рассказать о системе рекрутирования и о сопровождении. Значит, да, действительно, я начинала с офлайн, это раздача листовок, это работа на промостойках, это мой опыт, и практически к уровню директора я пришла именно такими методами, то есть ничего не боюсь, как говорится. Уметь нужно все, лидеру нужно уметь все. Вот. И потом как-то вот мы командой решили, что нужно двигаться вперед, и сейчас более 80% нашей работы сфокусировано, конечно, уже онлайн. Потому что легче коммуникация проводится, легче обучать команду. И, конечно, территориальные границы сразу исчезают. Вот. Акцент наша команда, как и офлайн, мы работали в основном через акцию «Подари подарок другу», и мы как раз вот эти вот принципы перенесли в список знакомых, но в онлайн. Это как классика сетевого бизнеса, и как она работает как офлайн, так и онлайн. Когда мы человека зарегистрировали, мы ему даем инструкцию. Мы пробовали высылать личным сообщением или на почту очень много писем, или люди что-то теряют, или не доходит письмо, или они теряют это просто в переписке и что-то упускают. Поэтому была придумана идея на Google диске сделать инструкцию, в которой находятся главные моменты, которые нужно выдать новичку после регистрации. И мы открыли просто, кто знает, на Google диске можно открыть доступ по ссылке, и мы скидываем только эту ссылку. То есть это экономит и наше время, и, впрочем, человек ничего не упустит. Как бы. Вот. Что в этой инструкции? Небольшой фрагмент я вам показала. В этой инструкции первое, что мы поздравляем человека с получением его личного кабинета в компании Oriflame, приветствуем его в нашей команде. Напоминаем о том, что у него есть скидка, и стараемся сделать, там у нас есть ниже немножко фотография, как эта скидка считается, потому что не все понимают, что такое скидка 20%, то есть мы показываем на примере продукта, лучше дорогого продукта, то есть парфюма, например, чтобы человек сразу увидел выгоду. Вот, есть электронный каталог, есть ссылка на видео на YouTube, более подробнее о возможностях компании Oriflame, потому что при регистрации всего человеку не рассказать. Затем там есть еще технические моменты. Например, такие как оформить заказ. Я очень благодарна компании, что опередили, как говорится, новостями приятными, что будет обновление оформления заказа, потому что этот процесс очень трудоемкий. Он занимает очень много времени каждый день, куда нажать, какую кнопочку и так далее. Мы даже сделали в этой своей инструкции скрины и сделали такую пошаговую инструкцию, потому что очень облегчает работу. Я очень рада, что новостям что-то еще будет легче. Вот. Есть там таблица, как оформлять всех способов доставки, потому что на официальном сайте компании немножечко информацию нужно более подробно по каждому пункту изучить, да? Когда мы все вместе в одной таблице, мне, например, легче так воспринимать, и поэтому я вот таким методом работаю. И сроки доставки, и оплаты, для того, чтобы человек сразу рассчитывал, что когда нужно будет оплатить заказ, это первое, что волнует человека. Электронный каталог, конечно, есть. Вот. Наша задача просто дать эту инструкцию. Во-первых, это освобождает меня, во-вторых, освобождает моих новичков, которые только начинают рекрутировать. Обычно какая ошибка начинающих рекрутеров? Они стараются, все, что они получили, это знания, они стараются сразу их в первый день дать своему новичку. То есть они его, получается, загружают ненужной информацией, сразу про стартовую программу, про то. Человек мало что запоминает, это уходит очень много времени, и он разочаровывается, что люди недопонимают, что там.
Поэтому его задача дать только эту инструкцию. На завтра договориться о времени, когда связываемся, и мы обсуждаем, что он изучил. Лучше задавать открытые вопросы, чтобы получить ответы на них не просто «да», «нет», а как человек разобрался, как он понял суть работы, что предстоит ему делать, более развернуто. Знакомимся поближе, если мы не были знакомы ранее, и, конечно, обсуждаем какие-то вопросы, которые у него возникли. И на этом этапе наша первая задача – это оформить любой активационный заказ, как мы его называем. Сумму обязательно мы никогда не ставим, задача просто активировать кабинет, потому что, чтобы человек в заказе получил уже бумажный каталог, конечно, тогда человек быстрее вступает в стартовую программу. Но мне, например, самой какие-то моменты по электронному каталогу я могу пролистнуть, потому что я уже знаю продукцию, знаю, там, на какой странице, как это быстро сделать. Новички же это инструмент, каталог для них это инструмент, и даже их мама вряд ли будет 150 страниц листать в электронном формате. Поэтому моя задача, чтобы человек активировал любым заказом, это может быть даже на 1 балл, то есть никаких условий здесь я не ставлю. После чего мы открываем доступ на нашем командном обучающем сайте, где мы учим первым 2 вещам. Это обучение личному товарообороту от 150 баллов и составление списка знакомых. Минимум 50, лучше 100 человек и более. Дело в том, что раньше мы давали так, мы давали выбор. То есть человек хочешь делать, хочешь не делать. То есть список знакомых, как бы есть и другие методы рекрутирования, хочешь делать, хочешь не делать. Дело в том, что людям легче не делать, чем делать то, что вы им говорите, соответственно, они просто не делают этого. Почему для меня список знакомых это основной метод? Потому что мой спонсор это моя мама, а один из директоров моей первой линии это моя младшая сестра. Вот. И я уверена, что список знакомых никогда не заканчивается. Я думаю, что если каждый же директор сейчас после мероприятия напишет свой список знакомых, у него еще будет 50 новых людей, с которыми он может пообщаться. Потому что мы знакомимся с людьми, окружение у нас меняется. Например, если у вас есть дети, значит, да, они попадают в новые коллективы, новое общение, ну и так далее. Можно об этом долго говорить. Что важно здесь? Мы даем задание написать список знакомых. Не так, что рассказываем, как составить список знакомых и как сразу с ним работать. Тоже не совсем это работает. Почему? Потому что даешь человеку шаблоны, первое, что он идет делать, это по друзьям в соцсети писать всем либо Oriflame, там, или даже если не говорит, что это Oriflame, но 5-10 человек сразу сказали ему отказом, ну все, метод не работает, давайте дальше. Но мы знаем, что человек напишет 50 те, кого вспомнит. Поэтому лучше все-таки сначала дать задание составить список знакомых, минимум 50 человек, и даже если, и потом только даем, вернее, инструкции ему, как с этим списком работать. То есть даже такую интригу держим, получается. Мы не можем с тобой двигаться, пока ты не напишешь этот список. И получается так, что человеку даем эти инструкции, и когда он даже 5-10 человек проинформирует, то даже если он получит отказы, у него еще список минимум 40 имен, с которыми он должен проработать. То есть нет такого, что угасает быстро мотивация от этого метода. Вот. И нам это больше всего нравится. То есть мы вот таким образом работаем, говорим то, что работает у нас. И, конечно, тогда есть регистрация. Конечно, тогда есть интересуешься, мы раскрываем горизонты человека, особенно когда составляет список, он думает, он начинает копаться, вспоминать кого, он не сразу действует, а сначала как бы план действий составляет, с кем он по списку будет работать. Но опять же, классика сетевого бизнеса, это всегда работает. Вот несколько диалогов, я не буду зачитывать, можно сделать фотографию, наверное, плохо видно, но я думаю, что презентация будет. Вроде как доготовила, было видно хорошо. Диалоги, как общается наш партнер по шаблону. 2 диалога, которые я скинула. Бывают короткие, бывают более длинные. Не столь важно, человек, конечно, сам не ведет собеседование со своим кандидатом. Его задача только заинтересовать и направить уже к более опытному спонсору, менеджеру, директору, потому что эффект третьего лица его никто не отменял. Вот. По поводу работы следующих методов, мы их изучаем
уже после проработки списка знакомых. Но если человек хорошо разобрался в этом методе и у него пошли регистрации, то в среднем из 10 регистраций, 1, 2, 3, может, человека составляют списки знакомых. То есть идет дальше работа по этому методу, получается, что списки все больше и больше. И когда ты концентрируешься на этом методе, конечно, всегда есть регистрации. Если у человека не очень хорошо идет этот метод, или он неохотно с ним работает, тогда, конечно, методы работы в социальных сетях, их никто не отменял. Я думаю, что этой информации очень много в Ютубе, и лайками работать, и группами, и контакты, Одноклассники, и Инстаграм, очень много разных социальных сетей. Я очень хочу поблагодарить компанию, которая нанимает, даже приглашает опытных людей в этой сфере, которые делятся своим опытом, как это делают они, как лучше это делать, профессионально это делать. И я хочу сказать, что, наверное, только ленивый человек не набьет в Ютубе, как научиться рекрутировать в социальные сети, потому что это всем доступно. По поводу статистики меня еще попросили озвучить. Статистика собеседования по теплому рынку намного лучше голосом. Конечно, бывают такие ситуации, что люди хотят только перепиской, неудобно и так далее, но я иногда даже людям отказываю. То есть если человек не хочет со мной поговорить голосом, как мы с ним вообще будем дальше коммуницировать? То есть я некоторым даже отказываю, потому что у человека бывают нелепые какие-то отмазки. Но есть серьезная причина, почему человек не может, тогда уже, конечно, переписка. Но из 10 переписок, собеседований, тогда 1, 2, 3 регистрации в хорошем случае. Голосом из 10 собеседований